Историю своей страны нужно помнить и знать. Как хорошо, что порой можно встретиться с очевидцами и из первых уст узнать о событиях, которые навсегда вписаны в летопись нашей страны. В преддверии Дня защитника Отечества в Республиканском музее боевой славы проходят мероприятия на защите Отечества. На встречу с учащимися инженерного лицея номер 83 имени Пинского и лицея номер 46 имени полного кавалера Ордена Славы Зотова пришли бывшие и действующие военнослужащие. Кто такой защитник Отечества? Защитник Отечества – это тот человек, который готов жертвовать своей жизнью во имя Родины, который защищает ее. Какая польза от таких встреч? Я считаю, что такие мероприятия очень важно проводить, чтобы знать своих героев в лицо, чтобы поддерживать этот патриотический дух. Гости мероприятия поделились своими воспоминаниями о службе, рассказали о важности профессии военного, о необходимости постоянно учиться и пополнять свой багаж знаний. Какая польза от таких встреч? Мне кажется, польза от таких встреч то, что можно понять дух патриотизма, чтобы люди не забывали героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Почему нужно знать историю? Историю нужно знать, чтобы не забывать свое государство, знать свою историю, как мы добивались этих мест, территорий и каким трудом. Что тебе запомнилось? Мне запомнилось выступление девочек, которые пели очень интересные песни, и также разговоры военных, которые рассказывали о своих историях и желали нам самого наилучшего. Воспитанники молодежного центра «Молодое творчество» украсили встречу музыкальными номерами и создали праздничную атмосферу. У ребят появилась уникальная возможность пообщаться с участниками исторических событий, о которых пишут в учебниках, о которых будут помнить даже спустя века. Почему о сложных событиях тоже нужно говорить? Я думаю, о сложных событиях тоже нужно говорить, чтобы люди были готовы к разным исходам событий, были подготовлены, знали об этом, помнили о прошлом, как было раньше. Что тебе запомнилось? Больше всего мне запомнилась речь военных и военнослужителей. Она заряжает, мотивирует любовью к своему отечеству, к своей родине. Не у всех школьников есть такая уникальная возможность в День защитника Отечества пообщаться с теми, кто реально стоял на страже у нашей страны. Давайте помнить, чтить, уважать тех, кто рисковал жизнью ради нашего настоящего. Мы помним, мы знаем, мы чтим и гордимся нашими защитниками Отечества. Настя Спарадская, Вахид Халимов, специально для «Горы новостей».